Доброе утро. На календаре 13 сентября, день недели, среда. Это «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24», НВК «Саха». И это утро вместе с вами встречаем мы, Елизавета Глаголева и Павел Танин. Всем доброе утро. Просыпайтесь вместе с нами, заряжайтесь бодростью, позитивом, узнавайте первыми о событиях, которые произошли в мире. И много-много всего интересного также сегодня будет. Давайте вкратце узнаем, что же нас ожидает в ближайшие 50 с небольшим минут. Как приобрести полезные привычки, а главное, как их закрепить? Наша рубрика «Мой доктор» советует включить в обычный распорядок дня несколько полезных привычек, и вы увидите, как качество изменится в ваши будни. Спортивное ориентирование – популярный вид спорта, который требует не только выносливости и скорости, но и умения логически мыслить и ориентироваться на местности. Узнайте, кто стал победителем на прошедших соревнованиях по ориентированию и как научиться читать карты и находить быстро азимут. Как прожить душа в душу? Секретами крепкого брака поделится семья Щукиных. Как повысить свою правовую грамотность в смарт-библиотеке? С 16 сентября начнется цикл встреч с населением по правовой грамотности. Первая лекция на тему «Бесплатная юридическая помощь в Республике Саха-Якутия» состоится уже в эту субботу. О том, кто сможет посетить эти курсы, расскажут наши гости. Ну и, конечно, не забывайте про наш телеграм-канал. Там тоже всегда много всего интересного. Ссылка внизу, QR-код там же. Смартфоном его сканируйте, и все будет хорошо. А по традиции начнем, конечно же, эфир с информацией о погоде. На 6 часов утра в центральных районах минус 7, минус 2 градуса. В Заречной группе минус 3, минус 5. В Южной от 0 до 2 градусов. В Вилюйской группе от 2 до плюс 6 градусов. В Нижнеленских от минус 1 до плюс 3. В Западных от 3 до 7 градусов. В Колымо-Индигирской группе от минус 3 до плюс 6. В Янских от минус 8 до 0. На северо-западе от 4 до плюс 8 градусов. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра составляет плюс 2 градуса. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер западно-северный. И сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура днем ожидается 11-13 градусов. Ну, а утро осенью особенно всегда начинается тяжело. И вот, кстати, утренняя зарядка позволяет легче проснуться и настроиться на работу. Она способна заряжать тело энергией, улучшать кровообращение и общий иммунитет, положительно влияет на мускулатуру и суставы. Чтобы получить больше пользы от утренней гимнастики, не забывайте делать ее регулярно. Доброе утро, дорогие друзья! Приглашаю вас присоединиться к моей утренней зарядке. Итак, ноги поставили на ширину плеч, колени мягкие, поясницу расслабили, плечи положили на лопатки, свесили вниз, макушкой с едва заметным усилием тянемся вверх. Вспомните что-нибудь хорошее, внутренне улыбнитесь, и на этой волне начинаем нашу утреннюю зарядку. Хлопнули в ладошки, растерли. Растираем до ощущения тепла, нагнетаем энергию в ладони и этими разогретыми ладонями растираем, пробуждаем свое тело. Начинаем с ушных раковин. Растираем по периметру вверх, вниз, внутри уха поводили пальцем. И теперь растираем затылок, основание черепа, мышцы шеи сзади, по бокам, плечи. И переходим на плечевые суставы. Обязательно представляйте, как вы снимаете ладонями с суставов застойную энергию, стряхиваете ее на землю. До ощущения тепла растирайте все суставы, локтевые. И сейчас запястья стряхнули, другая рука. Хорошо. Теперь сжимаем руки в кулаки и вот этими костяшками без нажима взбадриваем позвоночник, растираем вниз до копчика, вверх, насколько идут руки. Нажим усиливаем и растираем спину, поясницу, таз. Ощущайте, как у вас пробуждается вся спина. Перевернули ладони к себе и до ощущения тепла растерли область почек, ребра, талию, живот и тазобедренные суставы. Стряхнули. Выставляем одну ногу вперед, растираем колени вокруг чашечки, по бокам, спереди, сзади. Стряхнули. Другая нога то же самое. Вокруг чашечки, по бокам, спереди, сзади. Стряхнули. И теперь чистим пальцы. Снимаем грязь, грязную энергию, которую мы собрали с суставов, и стряхиваем ее на землю. Держим, делаем довольно плотно.
Одновременно массируем активные точки на наших пальцах. Растерли между пальцами. По паре раз достаточно. Взяли руки в замок, потянулись, выгнули спину. Спину назад тянем. И вдох. И на выдохе прогибаемся. Вдох. И на выдохе в сторону. Вдох. И на выдохе в другую. Повернули корпус. Таз тянем назад, руки вперед. Ощущаем, как растягивается поясница. Вдох. На выдохе тянемся вверх. Вдох. На выдохе опять в сторону. И расслабились. Делаем вдох. И представляем, как вся гармоничная энергия земли и неба втекает в наше тело. Кладем эту энергию в область за пупком. Ладони можно сложить на пупок. Можно прикрыть глаза. И вспомните самый счастливый момент жизни. Внутренне улыбнитесь. Наполняйте энергией вашей улыбки все свое тело, все пространство вокруг себя. Сияйте радостью, счастьем, любовью. Опускаем руки, приставляем левую ногу к правой. Хорошего дня, будьте здоровы и счастливы! Ну а 9 сентября региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, движение первых совместно с Федерацией спортивного ориентирования в рамках проведения Всероссийского спортивного семейного фестиваля «Семейная команда» провели соревнования по спортивному ориентированию. Более подробно об этом поговорим с Александром Васильевым, специалистом методической работы движения первых Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, спортивное ориентирование вообще, в принципе, популярный вид достаточно спорта, который, ну, как бы позволяет и развивает вот эту способность логически мыслить, ориентироваться на местности, что тоже немаловажно. Вообще, расскажите, как, собственно, конкурсы, соревнования проходили, кто участвовал? Так, ну вот, поскольку у нас проводился фестиваль «Семейные команды», в рамках фестиваля мы пригласили участвовать семейные команды. Обязательным условием было то, чтобы были дети в возрасте от 7 до 17 лет, ну и взрослые, папа, мама. И вот у нас получилось достаточно интересное соревнование, когда вот раньше всегда мы проводили в основном команды школ, команды предприятий, то теперь у нас вот именно семейные команды. И это вот сплачивает семью. Это было очень интересно и вообще здорово. Ну, а получается, вот семейная, то есть команда, ну, фактически состав команды 3 человека, или можно, допустим, ну, многодетные семьи? Можно то есть было, они всей командой идут, и нормально? Можно было и двоим людям из семьи участвовать, но вообще, чем больше людей, тем больше шансов выиграть, потому что у нас итоги подводились так, что если ты занимаешь в группе первое место, например, да, то и, допустим, из член семьи первое место суммируется 2 балла, а если добавляется еще 3, то баллы таким образом, что чем больше людей участвует, тем лучше. Угу. А какие основные требования предъявляются к конкурсантам? Ну, вообще, в лесу не заблудиться. Дается карта, дается компас, берется компас, и люди должны пройти за как можно наименьшее время, наибольшие контрольные пункты найти должны были. То есть по возрастным. Девочки младшие должны были найти 4 контрольных пункта, ну вот, допустим, а мужчины 21 года, они должны были все 20 контрольных пунктов найти. Ну вот вообще, в принципе, да, ну, мало ли, если вдруг кто не знает, как проводится ориентирование, потому что, ну, я думаю, даже если люди не участвовали, но тем не менее что-то слышали об этом, видели, да, есть карта, компас, на карте отмечены точки, нужно сориентироваться. Ну да, нужно их найти. Да, ну, а правила там немножко меняются. У нас проводился кросс-выбор, а так, в принципе, может быть ориентирование в заданном направлении, по маркированной трассе, там эстафеты, разные соревнования есть, разные варианты. Ну, в принципе, очень много возможностей для того, чтобы себя реализовать. Скажите тогда, пожалуйста, в чем сложность этого спорта? Он достаточно такой же. Сложность? Ну, то есть это вообще иногда называют шахматами на бегу, потому что когда бежишь, у тебя нагрузка физическая, да, и нужно быстро соображать. Очень выбирать путь оптимальный, там, допустим, в ориентировании не всегда прямая, это кратчайшее расстояние, это не самое быстрое.
можно бежать побыстрее по гораздо лучшему грунту, например, да, или по растительности. Вот тут у нас как раз на помощь карты и приходит, чтобы Да. по ней понять, где что. А бывает ли такое, что не все контрольные пункты проходят участники? Вот в некоторых дисциплинах, вот, например, по заданному направлению идти нужно обязательно находить те контрольные пункты, которые тебе на карте нарисованы. А в воскресенье в субботу мы проводили соревнования, где назывался выбор, кросс-выбор, поэтому можно было выбрать те контрольные пункты, которые тебе наиболее интересны. Мгм. То есть на свое Да. усмотрение. Да. Ага. Ну вот вообще, собственно, какое снаряжение дается? Вот мы про карту, в принципе, сказали, про компас. Может быть, есть какие-то дополнительные вещи, которые даются участникам перед стартом? Сейчас, в последнее время, у нас все это компьютеризируется. А сейчас у нас появляются чипы, отметка чипами. Когда проходит дистанцию, потом тебе дается, прикладываешь к компьютеру, и получается полное прохождение дистанции. На каком контрольном пункте ты, за какое время ты нашел, на каком затупил, это вот все там уже четко по времени будет видно. А как ориентирование помогает в жизни? Вообще здорово. Во-первых, пойти в лес и не заблудиться. А вообще, конечно, очень важно, потому что уметь ориентироваться по карте, находить местоположение, оптимальный выбор, это само по себе и в профессиональном плане на многих профессиях это востребовано. Ну и у военных, у геологов. А вообще для детей вообще пространственное воображение развивать, это всегда очень здорово. Мгм. Ну и завершая нашу беседу, вот расскажите коротко, буквально не так много времени остается, о вашем личном знакомстве с ориентированием, как вы вот в это дело Как это пришли. попали? Да. Ну вот, я со студенческих лет, когда вот поступил в ЯГУ, тогда еще, и начал заниматься, и с тех пор до сих пор вот бегаю, сейчас мне 60 лет, а сейчас тоже у нас есть группа 50-летних и ветераны, мы там-то соревнуемся, очень серьезно такие разборки происходят у нас на дистанции. Ну и буквально в двух словах, вот чисто гипотетически, вам где сейчас легче заблудиться, в городе или в лесу? В городе, конечно. Александр, спасибо большое, что Спасибо. замечательное соревнование прошло. Надеюсь, еще больше их будет, еще больше любителей, главное, этого вида спорта Да. будет появляться. Ну а мы сейчас прерываемся на короткую паузу, после которой обязательно вернемся и продолжим встречать сегодняшнее утро. Спасибо. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. На развитие транспортного коридора Россия до Владивостока, включающее его ремонт и расширение пропускной способности, понадобится 500 миллиардов рублей до 30 года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, эти средства уже предусмотрены в бюджете. В рамках этой работы в 2024 году планируется построить автодорожный обход Кемерово. Трассу от Санкт-Петербурга до Владивостока улучшают этапами. Глава Автодора Вячеслав Петрушенко в свою очередь говорил, что транспортный коридор Россия, предполагающий к 30 году проезд от Петербурга до Владивостока, пройдет через Новосибирск, Иркутск и Читу. Айсен Николаев принял участие в сессии российского кинематографа. Участники сессии, представители разных кинокомпаний и студий обсуждали вопросы национального кино как двигателя экономики регионов. Глава Якутии отметил, что рост якутского кино – особое явление в российском и мировом масштабах. Это является результатом 30-летней работы компании «Сахафильм». Также он добавил, что Якутия снимает больше половины региональных фильмов страны. В кинотеатрах республики доля местного кино в кинопрокате составляет 34%, а кассовый сбор – 60%. Также он отметил, что сейчас якутская отрасль из культурного явления перешла в стадию, когда можно говорить о создании киноиндустрии в регионе. Многофункциональный павильон будет построен в 2026 году. И нас это очень радует, поскольку мы этот вопрос ставили давно. И павильон этот будет означать, что будет создано условие для полного цикла производства фильма со всеми технологиями, визуальными эффектами, графикой и так далее, и так далее. И это повысит качество якутского кино.
Исследования рабочих процессов системы солнечного теплоснабжения на базе вакуумного солнечного коллектора были проведены в натуральных условиях города Якутска на специализированном стенде отдела проблем энергетики в Институте физико-технических проблем Севера. Об этом во время 11-го Евразийского форума рассказал старший научный сотрудник отдела проблем энергетики Дмитрий Прохоров. Экономическую успешность установки солнечного отопления могут обеспечить сочетание двух основных факторов – высокие расходы на теплоснабжение и наличие значительного объема солнечной энергии. Исходя из этих соображений, для внедрения гибридного солнечного отопления наиболее подходящими могут быть Абыйский, Верхоянский, Верхнеколымский, Момский, Аймиконский и Среднеколымский районы республики. Себестоимость произведенного киловатт-часа электроэнергии либо тепловой энергии растут с каждым годом и достигают очень больших значений именно на севере, даже у нас в стране Якутии. Также государство тратит колоссальные средства на субсидирование тарифа. Из-за того, что у нас хороший гелиопотенциал в регионе, именно для целей производства теплоэнергии, частичное производство теплоэнергии, можно заменять часть тепловой энергии за счет выработки вот именно в солнечных коллекторах, а именно в вакуумных солнечных трубчатых коллекторах. В республике установят стандарт качества якутского меда. Впервые в Якутии запустили курсы для пчеловодов введение в сенсорный анализ меда с элементами полинологии. На занятиях учат определять качество меда по вкусу, запаху и цвету. По завершении курса специалисты будут проверять натуральность и полезность меда, который поступает в магазины республики. Семинар проводится с 11 по 15 сентября. Его ведет один из ведущих специалистов по сенсорному методу оценки качества меда в стране, профессор Уфимского университета науки и технологий, доктор биологических наук Айрат Ишбердин. Напомним, якутский мед пройдет оценку качества в Россельхознадзоре для экспорта. В Якутске проходит финал спартакиады по профессиональным видам среди подразделений противопожарной службы республики. Это традиционные соревнования, которые проводятся с 2009 года. В финал в этом году прошли команды из Хангаласского, Намского, Верхневилюйского, Горного, Вилюйского и Татинского районов. В течение 2 дней победители зональных соревнований будут состязаться в самых необходимых огнеборцам навыках. По результатам состязаний будет формироваться сборная команда, которая поедет отстаивать честь республики на спартакиаду Дальневосточного федерального округа. В течение 6 лет команда Усалданского района занимала 1-е место, а в этом году она сенсационно проиграла в региональных соревнованиях. И поэтому в этом году явного фаворита нету. Победит самая подготовленная и сильнейшая команда. Доброе утро. Продолжаем встречать этот день, 13 сентября на календаре, день недели среда. И все мы знаем, что завтракать нужно и даже необходимо. Главный прием пищи, в конце концов. Но порой на хороший завтрак не хватает времени, и мы ограничиваемся кофе и бутербродом. Каши на воде, кстати, удобны тем, что утром вы практически не тратите на них время. Все готовится с вечера. Да и вечером вы потратите всего несколько минут. Сварить кашу из крупы на воде. Казалось бы, что может быть проще? Но есть несколько нюансов, соблюдая которые можно получить необыкновенно вкусный и аппетитный завтрак. Перед варкой крупу всегда надо перебирать и хорошо промывать. Но это не касается манной, кукурузной, ячневой крупы. Если готовите кашу на воде, используйте фильтрованную или кипяченую. Ведь каша, приготовленная на воде из-под крана, вберет в себя металлический привкус или неприятный запах хлорки. Если замачивать крупу перед готовкой, то процесс варки минимизируется. Ведь чем меньше подвергать тепловой обработке крупу, тем больше в ней сохраняется питательной ценности. Сушка на сухой сковороде, прокаливание круп перед приготовлением блюд улучшает вкус каши, облегчает переваривание и повышает питательную ценность. Варить лучше кашу в посуде с толстым дном. И после выключения плиты оставить кашу под закрытой крышкой. Так она продолжит довариваться. Если добавить масло в крупу при варке, это поможет смягчить жесткую воду и придаст каждому зернышку способность отталкивать воду, не допуская разваривания изнутри.
Приятного аппетита! Ну а Центр этнической медицины ОТОР провел первый конкурс на лучший травяной чай. Верхневилюйский центр конкурса популяризации и развития травничества как природного способа оздоровления организма, организации и распространения практики сбора и заготовки трав, развития домашнего производства чая и настоев. Мастера рассказывают и показывают свои рецепты и техники, поделились личным опытом. Некоторые из них занимаются изготовлением чая уже более 20 лет. Сегодня у нас праздник удался, народ набрался, все рады, очень много советов по сбору, по хранению, по рецепту, поделились рецептами. И, конечно, мы сегодня в этот день узнали очень много полезного. И будут уже профессиональные сборщики трав, да, которые уже не любители, а будут уже как-то грамотно, уже профессионально, научно заниматься этим прекрасным делом. Ну, безусловно, травяной чай всегда оказывает такое полезное, да, хорошее влияние на наше здоровье. Ну, а также, конечно, сам человек на свое здоровье может повлиять. И для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, не обязательно бросать все и меняться кардинально с понедельника. Достаточно включить в обычный распорядок дня несколько полезных привычек, и вы увидите, как качественно изменятся ваши будни. Наша рубрика «Мой доктор» расскажет, как сделать полезные действия своей привычкой. Не пользуйтесь телефоном сразу после пробуждения, а откройте шторы и сделайте приседания. Исследование показало, что активное использование мобильных телефонов напрямую связано с увеличением количества сообщений о депрессии как у мужчин, так и у женщин. А вот воздействие солнечного света полного спектра утром заставляет организм вырабатывать серотонин, который улучшает настроение в течение всего дня. Принимайте прохладный душ в течение 2-3 минут. Воздействие холода активизирует симпатическую нервную систему и повышает уровень бета-эндорфинов и норадреналина в крови. Температура должна быть около 20 градусов, снижать ее желательно постепенно. Позавтракайте. Люди, которые не отказываются от завтрака, менее подавлены и чувствуют меньше стресса, чем те, которые пропускают завтрак. Пропуск завтрака приводит к низкому уровню сахара в крови, что вызывает плохое настроение, раздражительность и усталость. Вы можете добавить свои полезные привычки, например, утреннюю пробежку, 50 приседаний, тарелку зеленого салата. Начните день с бодрого утра, и позитивный настрой сохранится до самого вечера. 13 сентября свой профессиональный праздник отмечают мастера расчески и ножниц-парикмахеры. Считается, что первые профессиональные цирюльники появились еще в Древнем Египте, а первые салоны по уходу за собой появились еще в Древней Греции. Знатные дамы могли привести в порядок свои волосы и ногти, а вот сложные высокие прически вошли в моду еще в средние века и прежде всего во Франции. Над их созданием трудилась целая группа мастеров, и высокие сооружения из волос на голове были настоящим трендом. О других датах и событиях прямо сейчас. На календаре 13 сентября. Сегодня отмечают День рождения бионики, День знакомства детей с кухней, День арахиса, День печенья с предсказаниями, День позитивного мышления, Международный день шоколада, День йоги в России, День шарлоток и осенних пирогов, а также День рождения пенициллина. Свой профессиональный праздник отмечают парикмахеры, стилисты, универсалы и модельеры. В Международный день парикмахера традиционно проводят конкурсы и соревнования «Лучший парикмахер-стилист», «Лучший креативный парикмахер», победителям вручают дипломы и награды. По народному календарю в эту дату почитают память мученика Киприана Карфагенского, епископа. В этот праздник ходят собирать клюкву, которую в народе называют журавлиной. Поводырем выбирают человека, рожденного 13 сентября. Считается, что ему известно, где растут самые крупные и спелые ягоды. Традиционными блюдами являются пироги и кисель с клюквой. Также к этому сроку начинается сбор урожая корнеплодов – моркови, свеклы, репы, картофеля. А громкое курлыканье журавлей сулит скорый дождь. События в этот день. В 1736 году был основан город Челябинск. В
В этот день в Российской империи издан указ об ограничении рабочего дня на фабриках 15 часами. В Петербургской академии наук издан первый географический атлас российский. Совет министров СССР принял постановление о бесплатной выдаче молока рабочим и служащим, занятым на предприятиях с вредными для здоровья условиями труда. В Москве Алексей Кортнев и Валдис Пельш создали музыкальную группу «Несчастный случай». В этот день родились Джон Бойтон Пристли, английский писатель, драматург, театральный режиссер. Роальд Даль, английский писатель, мастер парадоксального рассказа. Сергей Непобедимый, советский и российский конструктор ракетного вооружения, академик. Зоя Космодемьянская, советская партизанка, герой Советского Союза. Жаклин Бисет, британская и американская киноактриса. Александр Розенбаум, советский российский певец, поэт, композитор, актер, народный артист России. Илья Сигалович, российский программист, предприниматель, один из основателей компании Яндекс. Именины сегодня отмечают Ян, Михаил, Мирон, Иван, Дмитрий, Геннадий, Вальдемар, Владимир, Александр. Ну а сегодня мы хотим вас познакомить с семейной парой Щукиных, которые вот уже на протяжении 15 лет живут вместе бок о бок и создали свою семью. Любовь у них сохранена и по сей день. Как не утратить эти искренние чувства на протяжении многих лет и как влюбляться в своего партнера каждый раз, как в первый, нам расскажет наша коллега Катерина Винокурова, которая побывала в гостях у этой прекрасной пары Щукиных. Как вы познакомились? Где это было, при каких обстоятельствах? Это был медляк. Медленный танец в лагере «Энергетик». Впервые вот потанцевали, я сразу же влюбился. Я почувствовала, что это мой человек, вот по запаху, по теплу вот этому. Я так, какая-то молния такая пронзила. И вот у меня такое было. У тебя что было? Просто медляк? Просто медляк, просто потанцевал с очередной девушкой. Получается, мы год вообще чисто друг друга узнавали, встречались там, потом второй год мы уже поняли, что мы созданы друг для друга, и как раз-то я уже забеременела, да? Старшая у нас Виктория, потом средний у нас идет Эрчим, и самый младший Ваня. Ему 2 года. А кто больше занимается воспитанием? Воспитанием? Оба. Каждый по-своему. Ну, у нас сейчас... Женя, например, их бьет, я их, наоборот, там глажу. Да, хороший. Не, на самом деле, как-то вместе. У нас баланс. Баланс, да. У нас даже, вот, допустим, ребенок маленький просыпается у нас, Ваня, ночью. И у нас вот даже сначала я бегаю, потом он. Да, мы делимся. У нас обязанности одинаковые. В чем ваш секрет таких крепких отношений? В еде. В еде, да. Очень любим. Нет. В кредитах. В кредитах уже нету почти кредитов. Что за кредит? Ну, я еще говорю, Виталя, мы должны продлить наш брак, взять ипотеку. Давай еще на 20 лет продлим. Отношения — это вообще, я всегда говорю, что это большая работа. Это самая вообще ответственная и такая работа, которую вы все время должны работать. Постоянно. Прорабатывать, да. Все-таки вы же тоже, время идет, вы растете, меняется все, мировоззрение. И, соответственно, должно с этим вы тоже меняться, подстраиваться. Мы как инь-янь, на самом деле, мы друг друга дополняем всегда. Друг друга самое главное поддержать. Например, вот в ее начинаниях я поддерживаю, в моих начинаниях она меня поддерживает. Какой-то бизнес, например, открыть. Окей. Мы, на самом деле, вот все вот эта известность, популярность, все это приходило постепенно, потихонечку. И вообще с самого начала, да, Женя была рядом, когда вот КВН играл. Она была даже, присутствовала на всех играх, на всех залах. Она всегда тоже переживала. Да, типа начала замечать то, что на улице начали фотографироваться там. С детьми даже, когда гуляем, да? Ну, это классно же. Да, ну классно. И вот сейчас Женю тоже сейчас на YouTube все. Теперь раньше она нас фотографировала там с кем-то. Теперь я стою там. Мы даже не заметили, что 15 лет прошло. Каждый раз по-заново влюбляешься, только даже по-новому как-то, даже когда вот Женя, например, как-то развивается в творческом, например, когда смотришь на нее, на все результаты тоже восхищаешься, да. А я когда смотрю там видео какое-нибудь там где-то снимается, такая, это мой мужчина. Такая,
это мой Аполлон. Такая еще, это мужчина моей мечты. Это мой Сергей Жуков. Что бы вы пожелали молодым, тем, кто нас смотрит, другим парам, якутянам? Любите друг друга, поддерживайте во всех своих начинаниях. Самое главное, друг друга поддерживать и понимать свою вторую половинку. Да? Да. Правильно сказал? IT-технологии открывают новые возможности для самых маленьких. В детском саду Сардана города Якутска открылся виртуальный читательский зал главной библиотеки Якутии. Вот так по QR-коду оживают бестселлеры библиотеки детского сада Сардана города Якутска. Это один из методов привлечения внимания детей к книгам. Родители с детьми разговаривают мало, говорит заведующая садом, оттого страдает речь, общее развитие, а книги могут дать тему для разговора. Потому в садике оборудовали свою библиотеку. Начинание это поддержала Национальная библиотека республики, и теперь у детского сада будет еще и виртуальный читальный зал. Об открытии удаленного доступа к электронным ресурсам Пушкинки было подписано специальное соглашение. Открытие точки доступа позволяет нашему учреждению быстро получать информацию из Национальной библиотеки. Нашим педагогам очень удобно использовать в своей повседневной работе, не отрываясь от работы. И мы думаем, что такая методическая помощь, как использование электронной библиотеки, повысит качество образования, и наши занятия станут еще более интересными. Специалисты отдела комплексного обслуживания Национальной библиотеки Якутии показали педагогам, как работать в виртуальном читальном зале. Личный кабинет, своя книжная полка и персональный библиотекарь — все для удобства читателя. Теперь воспитателям и детям нужен только Wi-Fi детского сада, чтобы получить неограниченный доступ к электронным фондам. Виртуальный читальный зал позволяет открывать в организации любой документ электронной библиотеки, даже те документы, которые не закрытым доступом, да? Любой сотрудник организации может работать в полном объеме с оцифрованным фондом Национальной библиотеки. Такие виртуальные залы открыты в более 200 местах по республике, в организациях и местах общего досуга. Точка доступа существенно облегчает работу с электронным фондом, экономит время читателей и открывает новые возможности в мир знаний. Татьяна Хамаксонова, Михаил Соловьев, Медиацентр Национальной библиотеки Якутии. А в смарт-библиотеке имени Неустроева 16 сентября начнется цикл встреч с населением по правовой грамотности. Первая лекция на тему «Бесплатная юридическая помощь в Якутии» состоится уже в эту субботу. О том, кто сможет посетить мероприятие, кто будет проводить встречи, выступит лекторами, нам расскажет Анна Федорова, координатор проекта «Старший преподаватель юридического факультета Северо-Восточного федерального университета», и Иван Негнюров, первый заместитель председателя Якутского регионального отделения, если не ошибаюсь, Ассоциации юристов России. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Анна, скажите, как пришла идея начать проводить подобные встречи и какие темы будут затрагиваться? Ну, на самом деле идея пришла спонтанно. Во время проведения форума сообщества, он ежегодно проводится Общественной палатой республики, я принимала участие в качестве преподавателя и слушала речи спикеров. Они были в основном направлены на студентов, на проявление гражданской активности, на волонтерство, на общественность. Ну и, в общем, у меня появилась идея провести курс правовой грамотности, потому что в нашем городе, насколько я знаю, таких курсов еще не проводилось, во всяком случае, на безвозмездной основе. Насчет тем, мы провели небольшой опрос среди населения о том, какие темы им наиболее интересны, актуальны. И, в общем, по результатам такого мониторинга было выявлено, что вот бесплатная юридическая помощь — самая интересная им тема, и ряд других тем по отраслям права. А вообще с какой регулярностью планируется эти встречи проводить? Значит, мы планируем сейчас, мы сейчас формируем план и планируем примерно проводить такие встречи раз в месяц. Посмотрим по потребности населения, по тем вопросам, которые они хотят услышать, те темы, которые они хотят, те вопросы, которые они хотят задать, мы будем формировать план. Он такой живой, движущийся у нас будет, и мы планируем
ну, как сказал уже, раз в месяц это все проводить в смарт-библиотеке. Тематика тоже будет у нас формироваться по запросу людей, которые будут приходить на эти лекции. Ну, не лекции, а встречи. Мы хотим, чтобы это была живая встреча, люди приходили с конкретными вопросами и получали квалифицированные ответы. То есть как будет какой-то, грубо говоря, опросник, по которому будут там, вот давайте там следующая тема, у нас следующая встреча будет по такой-то теме. А кто будет выступать лекторами? Смотрите, у нас уже мы такую работу проводим, да, Якутское региональное отделение Ассоциации юристов такую работу проводит, и у нас есть пул лекторов, которые постоянно которые являются нашими партнерами, постоянно приходят и такую работу с населением проводят. Кроме того, есть юристы-энтузиасты, которые тоже выражают свое желание оказывать бесплатную юридическую помощь населению, в том числе посредством тех мероприятий, которые мы планируем проводить. А будут ли встречи для детей? Да, тут мы совместно планируем. У нас есть такой проект у Якутского регионального отделения Ассоциации юристов, как называется «Детская академия права». Сейчас он проводится только в Хангаласском районе, но мы хотим и мы планируем проводить такие занятия для детей по правовой грамотности на территории всей Республики Саха-Якутия. У нас Анна уже встречалась и был разговор с движением первых, и мы хотим совместно вот эту работу транслировать на всю республику, на их площадке. Ну, в общем-то, да, проводится нами работа с общественными организациями о том, чтобы они нам посодействовали в организации таких встреч с детьми, ну, в школах, да, республики. И возможно, в библиотеках тоже, потому что смарт-библиотека нам тоже идет навстречу и говорят, чтобы мы привлекли несовершеннолетних граждан, так сказать. Все-таки формирование правовой грамотности с детского возраста — это же задел на будущее. Ну, аналогично, как и финансовая грамотность. В принципе, чем раньше начинаешь это понимать и осознавать, тем, мне кажется, в жизни будет легче. А вот первая тема, как мы сказали, бесплатная юридическая помощь в республике будет называться. В принципе, какие-то же все равно уже заранее наметки есть. В целом, сегодня население какие юридические вопросы больше всего интересуют? Можно ли вот сейчас сказать? Ну, может быть, тройка популярных. Ну вот, как я и сказала, что по бесплатной юридической помощи именно сам как запрос был сформирован населением, что рассказать о том, что вообще входит в бесплатную юридическую помощь. Вообще ранее, вот как сказал Иван Юрьевич, да, проводились встречи населения по бесплатной юридической помощи, но это проводилось в формате именно индивидуального консультирования. Ну, то есть как это происходило? Собирались несколько юристов с разных министерств, ведомств, да, и консультировали каждого индивидуально. Но при этом граждане, ну, в большинстве своем, они не знали о том, по каким категориям они могут обращаться и получить эту помощь. И поэтому вот мы хотим организовать вот эту вот встречу, на которой мы расскажем, какие конкретные категории граждан могут претендовать на вот эту бесплатную юридическую помощь, в каких случаях, потому что это все определено законом. И самое главное, к кому они могут обращаться, в какие ведомства и организации. Скажите, пожалуйста, а какие у вас есть в будущем планы, перспективы какие? Ну, по планам, как я уже ранее сказал, мы сейчас в части работы со смарт-библиотекой план только формируем, но в целом работа идет планово. Допустим, Якутское региональное отделение заключено соглашение с Национальной библиотекой, где проводятся юридические консультации. Кроме того, такая же работа проводится с городской администрацией города Якутска, с которой тоже есть соглашение. И раз в месяц в округах и пригородах юристами министерств и ведомств проводятся вот такие консультации. То есть в определенном округе в определенное время назначена встреча, и жители этого округа приходят и получают вот эту квалифицированную юридическую помощь. Это все у нас планово уже стоит. В части дальнейших, вот как мы уже тоже ранее сказали, мы планируем проводить вот эту работу с детьми. Я считаю, что она нужна. И, кроме того, вот со смарт-библиотекой, ну, основной вот сейчас причина нашей встречи, мы тоже план будем формировать и посмотрим, как оно там будет, если действительно большой запрос, и от этого мы будем отталкиваться. Ну, Анна, Иван, спасибо большое, что пришли в нашу студию. Напомним еще раз зрителям, что 16 сентября в смарт-библиотеке можно будет по времени, подскажете? Сколько это будет? В час. В час дня в смарт-библиотеке можно будет прийти абсолютно всем желающим и
послушать, так сказать, лекцию на тему бесплатной юридической помощи, которая будет такая комплексная. Еще раз спасибо. Надеюсь, все пройдет. Надеюсь, будет спрос, как говорится. И самое главное, помощь людям будет оказана. Хотя бы как бы вот образовательная, скажем так, в части правовой. Ну а мы прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они о последних новостях расскажут. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Республика приступает к проекту «Реализация школьного инициативного бюджетирования». Данный проект разработан и активно внедряется с 2019 года научно-исследовательским финансовым институтом Минфина Российской Федерации. Идея проекта заключается в том, чтобы школьное сообщество самостоятельно принимало решения о запуске проектов по благоустройству, отрабатывало бизнес-идеи, расширялись факультативные учебные программы, осуществлялись закупки в рамках заранее установленной доли бюджета школы. В настоящее время к реализации школьного инициативного бюджетирования присоединились уже 19 субъектов Российской Федерации. Это достаточно интересное и перспективное направление. И вот НИФИ Минфина России уже второй раз приезжает, чтобы провести образовательный интенсив для педагогов вот этих школ и других педагогов, школьников, которые будут разрабатывать проекты инициативного бюджетирования и внедрять в этом уже учебном году, используя гранты по 300 тысяч рублей на каждый проект. Общее финансирование 3 миллиона для 10 пилотных проектов школ. С заботой о здоровье врачи настоятельно рекомендуют не относиться к вакцинации с пренебрежением и соблюдать календарь прививок. Вакцинация – самый эффективный и порой единственный способ защиты от заболеваний и дальнейших осложнений. Своевременное проставление прививок снижает общее количество зафиксированных заболеваний и летальных исходов от различных болезней инфекционного характера. Напомним, что вакцинация – это введение в организм возбудителя в небольшом количестве. За счет этого организм начинает вырабатывать антитела. Это поможет ему в будущем при столкновении с инфекцией. Организм уже будет знать, как можно от него защититься. Мы живем уже в ту эпоху, когда мы забыли, что люди погибали от инфекционных заболеваний, что от коклюша бывали кровоизлияния в глаза, что от кори дети тоже погибали. Сейчас это обычные заболевания, да? Потому что мы имеем иммунитет. Все мы, кто взрослые особенно, кто в 80-е и в 90-е прививались и получали полностью вакцинальный календарь, даже при условии, что они не получали ревакцинацию, в той или иной степени защищены. Вакцинальные инфекции никуда не исчезают. Они постоянно циркулируют в популяции. Мы поставили вакцину, и поэтому мы переносим их легко, либо являемся просто переносчиками бессимптомными. А болеть будут непривитые или незаконченным календарем прививок. Подходит к концу ежегодная республиканская акция «Помоги пойти учиться». Акция проводится для адресной помощи семьям, находящимся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день благодаря акции была оказана помощь более 2000 малообеспеченных семей по всей республике. Также была предоставлена поддержка более 30 детям в определении общеобразовательной организации и более 300 в выплатах на школьную форму. Около 130 семей получили материальную помощь. Напомним, акция продлится до 15 сентября. Помощь могут оказать по всей республике. В районах это учреждения социального обслуживания семьи и детей, а в Якутске – Центр содействия семейному воспитанию «Берегиня». Данная акция помогает детям из малообеспеченных семей пойти учиться. Участники акции помогают детям в обеспечении канцтоваров, в приобретении школьных форм. С каждым годом увеличивается количество участников данной акции, чему Министерство труда и социального развития благодарно участникам данной акции. 16 сентября состоится Всероссийский забег «Кросс-нации-2023». Забег пройдет во всех муниципальных районах и городских округах республики. «Кросс-нации» в Якутске состоится от стадиона «Юность» до «Агату». В соревнованиях может принять участие любой желающий гражданин России. Каждому участнику на старте будет выдан номер, по которому судьи определят время прохождения дистанции. Отдельно состоится забег среди руководителей. Они также пробегут дистанцию 2 километра. Участники, занявшие призовые места, будут награждены медалями и грамотами. К этому часу это все новости. Хорошего дня!
Но в столице проходит финал спартакиады по профессиональным видам среди подразделений противопожарной службы республики. Это традиционное соревнование, которое проводится с 2009 года. Самыми быстрыми и ловкими, выносливыми огнеборцами республики встретилась наш корреспондент Мария Кондрашевская. Каждое состязание в пожарно-спасательном спорте оценивается в первую очередь на время. На выполнение каждого уходит в среднем от 5 до 13 секунд, что очень важно. Ведь огнеборец – это тот человек, у которого нет ни секунды на промедление. Вязка спасательной веревки, подъем по штурмовой лестнице, надевание боевой одежды и другие навыки, которые каждый пожарный использует в своей работе практически ежедневно. Тут имеет значение каждая миллисекунда. И сегодня лучшие 6 команд из Хангаласского, Намского, Верхнеулюйского, Горного, Вилюйского и Татинского районов готовы выложиться на все 100. В течение 6 лет команда Усть-Алданского района занимала первое место, а в этом году она сенсационно проиграла в региональных соревнованиях. И поэтому в этом году явного фаворита нету. Победит самая подготовленная, сильнейшая команда. Ну, пока вот Хангаласский Улус в финале никогда не был первое место. Вот. Сегодня настроились взять первое место. В прошлом году второе заняли. Вот в этом году мы настроились, потренировались хорошо. Среди судейской комиссии в этом году победитель прошлых соревнований, член сборной команды республики, которая отстояла честь Якутии, заняв второе место на межрегиональных соревнованиях Дальнего Востока, Тимофей Сергеев. Он занимается пожарно-прикладным спортом уже 10 лет и знает точно, как нужно выполнить дисциплину, чтобы не только победить в соревнованиях, но и спасти чью-то жизнь. Пожарный должен всю дисциплину правильно сделать. Одевание ремня, каски, сапогов, чтобы все правильно было. Если там неправильные, например, сапоги полностью не надеты, тогда уже это попытка. Время не зафиксируется. В среднем здесь по одеванию боевой одежды 8 секунд. В реальных ситуациях на пожарах тоже это самое. Тоже боевка лежит на стеллаже, прямо так же. И в каждом вызове одеваются так же и езжают на пожар. Спартакиада по профессиональным видам среди подразделений противопожарной службы – это не просто соревнование. В первую очередь, это способ поддержания профессиональных навыков пожарных, ведь именно они помогают им спасать жизни. Мария Кардашевская, Иван Сорокаумов, Якутск. На прошлой неделе мы говорили о том, что труппа Мирнинского театра прибыла в Якутск, чтобы показать зрителям свои работы, а тем временем труппа Русского театра в составе 50 человек находится на гастролях, наоборот, в Мирном сейчас. В этом году репертуар гастролей подобран таким образом, чтобы охватить все вкусы и предпочтения зрителей. Артисты в течение недели показали зрителям алмазной столицы спектакли «Капитанская дочка», «Часы с кукушкой», «Слишком женатый таксист» и «Кентервильское привидение». Гастроли прошли с большим успехом и были тепло приняты мирнинцами. Мы шли правильным курсом, мы все правильно делали, и результат, вот он. Сегодня мы здесь, на площадке Мирнинского театра, и фактически весь зал, который, как выясняется, большая редкость, когда был заполнен полностью. Сейчас ставим даже дополнительные места. Вот и все. Так должно быть постоянно. Это не то, что мы такие красивые, такие хорошие. Нет, это должно быть у каждого театра. У театра должен быть зритель. А здесь зритель есть, поверьте мне. Ну а также сюрприз для любителей искусства подготовил театр оперы и балета. Так, уже 14 сентября открывается 53-й театральный сезон и представляет зрителям эксклюзивную постановку «Князь Игорь» по мотиву «Слова о полку Игореве», которая была поставлена в 2015 году. Русская классика в тесном переплетении с якутской национальной культурой обещает стать новым звучанием старой легенды. Главные партии «Князь Игоря» и «Ярославна» исполнит Александр Ермельянов и Прасковья Герасимова. Партию князя Галицкого якутскому зрителю представит гость из Москвы Олег Диденко. Князья, балет. Вот к Игоревичу немножко идите. Спектакль очень большой, насыщенный, с участием хора, солистов, балета. И требует очень высокого профессионализма и мастерства. Спектакль уже проходил в Китае,
в Москве, в Санкт-Петербурге в 2015 году. Но сейчас абсолютно новое прочтение, интересное. Гениальный мастер Андрей Савич Борисов ежедневно на ходу придумывает фишки, очень интересные задумки и абсолютно новое дыхание у этого спектакля. Мы могли бы, конечно, закончить эфир на такой культурной ноте, но мы забыли сегодня немножко про главное. Это, конечно же, главный рацион питания. Оригинальное блюдо из экзотических фруктов и морепродуктов станет украшением любого стола, особенно утром. Нестандартное сочетание продуктов удивит любого гурмана. И вот попробуйте сейчас тоже приготовить фаршированное авокадо, и они станут вашим любимым кулинарным рецептом. Авокадо и крабы, кстати, довольно популярное сочетание, и такая закуска иногда присутствует в меню хороших ресторанов. Доброе утро, меня зовут Бисовка Александр, я являюсь бренд-шефом ресторана «Высота 160» парка Урдель. Сегодня мы будем готовить опять очередной завтрак, белковый заряд, называется авокадо на гриле с мясом краба суриме, с листьями рукколы, черри, с тостом и яйцом пашот. Мясо краба суриме, суриме это означает сбор из белой рыбы, который потом присутствует и делает всем известные крабовые палочки, но их необходимо разобрать как крабовое мясо, сымитировать. То есть имитация крабового мяса в виде палочек, и мы имитируем крабовое мясо. Итак, начинаем готовить. Берем авокадо, режем его пополам через семя. Семя нам уже больше не нужно. И включаем плиту, и предварительно мы подливаем масло. Небольшое количество, так как в авокадо огромное количество собственных жиров, и начинаем жарить. Параллельно мы будем подсушивать тост рядом с авокадо. Использовать можно не обязательно гриль-сковородку, можно использовать любую сковородку, которая есть под рукой. Выкладываем небольшой пучок рукколы для того, чтобы можно было положить ее как основу, как фундамент на тарелку. Температуру ставить высокую не стоит, градусов 150-140, этого будет достаточно. Если это гриль-чугунная сковорода, она аккумулирует температуру и отдает ее уже с течением жарки, поэтому высокую ставить не надо, пережарим. Делаем умеренно. Итак, у нас авокадо имеет уже характерный окрас, чего уже достаточно для этого блюда. Выкладываем его на тарелку. Мясо краба суриме. Кладем его в ту самую ложбинку, можно сказать, даже фаршируем. Хлеб режем под углом. Далее нам необходимо сделать яйцо пашот. Это французский метод приготовления яйца без скорлупы в воде. Мы берем обычный целлофановый пакетик. Масло добавляем в пакет для того, чтобы белок не прилип к яйцу, и чтобы мы могли его спокойно сварить в воде. Чуть-чуть добавляем. И как бы растираем его по стенкам. Аккуратно разбиваем яйцо, чтобы у нас не разбился желток. Значит, у нас уже закипает вода. Температуру можно убавить, примерно градусов до 100. Температура сворачивания белка 40 градусов, поэтому нам кипящий, бурлящий котел нет необходимости в нем. Значит, заворачиваем таким образом, чтобы был кулек с небольшим содержанием воздуха внутри. Делаем узел. И опускаем в воду. Итак, так как у нас конусообразный пакетик, яйцо внутри, мы его закручивающим движением по часовой стрелке белком обволакиваем желток. Так как у нас там внутри есть небольшое количество воздуха, такими вращениями мы как бы обволакиваем желток и сворачиваем его. Примерно на все про все уйдет около 4-5 минут. Итак, прошло 4 минуты.
Собственно, наше яйцо готово. Мы видим, как оно аккуратненько имеет форму. Теперь сейчас самое главное, аккуратно его оттуда вытащить. Делаем надрез. И выкладываем. Итак, авокадо на гриле с мясом краба, сурими, яйцом пашот и тостами готово. Приятного аппетита! Ну вот, собственно, на такой вкуснятине мы наш эфир сегодняшний заканчиваем. Дорогие друзья, если вы смогли это приготовить сейчас, мы за вас очень рады и желаем вам приятного аппетита. И прощаемся с вами ровно до завтра. Завтра мы в это же время, в этом же месте, в этой же студии будем встречать уже очередной день. Плодотворного и доброго дня вам. Да, и пусть все пройдет замечательно, и с улыбкой на лице самое главное. То, что на улице холодно, прохладно, вы на это внимание не обращайте, потому что улыбка, она способна согревать очень-очень мощно. И я надеюсь, что ваша улыбка, которую мы попытались сегодня пробудить в вас, и надеюсь, у нас получилось, она, конечно же, естественно, позволит вам согреться сегодня. До встречи.